Всем привет! Прямо сейчас пройдет мастер-класс по рисованию на ткани в изо-студии ArtFox. И моим холстом будет вот эта джинсовая куртка. А рисовать мы будем вот этого милого велоцираптора. Все, что понадобится для создания рисунка, уже есть в студии. Акриловые краски, грунты, кисточки. Нужно только принести свою джинсовку и выбрать рисунок. Изображение должно быть несложным, ведь рисовать я буду сама, а этого делать я не умею. Все рисунки, что мне нравились, были слишком сложные в исполнении или слишком детализированы. И вот велоцираптор как будто стал идеальным вариантом. Мастер-класс по росписи на ткани проходит под руководством очень классной девушки, художницы Анны Ивановой. Кисточки мы используем синтетические. Получается, обычный стандартный набор – это большая, широкая, средняя и тонкая для маленьких тонких деталей. Слишком сложные рисунки не стоит брать, потому что нам сначала нужно понять, как мы это все делаем. И потом, когда уже будем мы набитой рукой, все знаем, то там уже можно взять портреты, там прям вообще ух. Первый этап. Делаем набросок рисунка с помощью карандаша или кусочка мыла. Это было сложно, но Анна успокоила словами о том, что у каждой работы будет свой почерк, и если не получится как на картинке, ничего страшного. Может, кому-то это покажется банальным, но это действительно позволило быть увереннее. Далее этап грунтовки. На белом фоне все остальные цвета будут яркими и насыщенными. Пока мы грунтовали, в студии шел еще один урок. Вообще здесь обучаются по нескольким направлениям, о которых нам подробно рассказала руководитель студии ArtFox Валерия Перевознюк. Популярное направление по мастер-классам – это жидкий акрил. Картины, выполненные акрилом в стиле абстракции. Эти картины можно легко повесить в любом интерьере. Интересно тем, что вот сама техника, как выполняется, как рисуется. У нас учатся дети от 4 лет, подростки и взрослые. Больше всего мне понравилось работать с краской. Акрил отличается от гуаши или тем более акварели своим нанесением. Акрил быстро высыхает, не выгорает и не тускнеет. Со временем яркость краски практически не изменяется. Как бы джинса, она не так часто стирается. Стираем при 30 градусах, и все будет, в принципе, хорошо. У меня есть одна футболка, сколько уже лет прошло, как бы ее не стирала, где бы она ни была, все там хорошо держится. Чем больше деталей и оттенков, тем картинка кажется объемнее. Поэтому немало времени уходит на создание контура и светотеневого рисунка. В целом на роспись джинсовок у нас ушло около 5 часов. На более масштабные работы уходит не менее 10 часов. Ощущения, как говорят, нам пишут потом, до сих пор под впечатлением, спасибо большое. Но всем нравится, когда вот ручная же работа, поэтому они делают. И еще больше нравится, когда они сами это сделали. Я сама удивляюсь, да вот люди приходят и говорят, я не умею, не могу, помогите, да. И у всех людей получается, все очень творческие и талантливые. Обычно мне тяжело сосредоточиться на чем-либо, но роспись на ткани по-настоящему меня увлекла. И даже если получается не идеальный рисунок, сам процесс расслабляет и вдохновляет. Соргор биһиги кораппытыгар тохтасылыллах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр-өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олар окка сөп. Манна арас элбе хайгага бээн кыйкын көрдөрө сөп. Алоккор ханнык солу тутухарын байягыттан тутулуктах. Экономика Уонна менеджмент Восточно-Сибирского института ологун солун тал. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках.